Gene kerstaşıyor alı Vay irsa deyine dü Lar yayla hovez çudalla Kustul basahın okçiçü Bak biyakna bersen nağila Valla vay mahiyajası Hasiye daliye pita sirla Solayla han okçiçü La ilahe illallah Lar yevez çudalla La ilahe illallah Bustul basahın okçiçü Самое главное в этот месяц не допускать оскорбления, не допускать своих свободных выражений, которые не стоят того, чтобы оскорбляли. Это историческая область Рахмаев. Предположительно считается, что это был флаг Ичкеринского округа. Вот. Ичкеринский округ сопротивлялся и после того, как имам Шамиль попал в плен. Вот, поэтому мы знаем, что после этого еще Байсам Гурбиноевский 2 года сопротивлялся, поднимая восстание в том самом ичкерийском обществе. Есть на то документы. Нет, башлам нохчоу, нохчилдез умадас башлами. У меня есть четкая позиция, а история — это есть история. Я ее не вправе менять, искажать, поэтому это непосредственно историческая область нашей Родины, которую в XIX веке переименовали и сделали Нохчмахкоевский. Предположительно, да, Рахмаев, я не утверждаю, но, по крайней мере, так говорят. Возможно, это было во время Кавказской войны, непосредственно во время имамата Шамиля. Возможно, было позже, но факт остается фактом, что именно такого рода формата флаги были как раз-таки во время и после Кавказской, после пленения Шамиля. Такие же стяги есть у религиозных предводителей Нохчи народа. Вы можете посмотреть, только белый стяг с красными непосредственными звездами и полумесяцами. И вот зеленый стяг со звездой и с 2 полумесяцами. Но это всего лишь, не стоит забывать, это символ, это историческая область. С уверенностью можно сказать, что были такие стяги и других областей после даже Кавказской войны. Поэтому во время шейха Мансура стяги были немножко другие. Во время Шамиля тоже они менялись. То, что люди сегодня пытаются показывать якобы, что во время Кавказской войны или в 17-м
или в 18 веке якобы были флаги с волками, там, с красными волками или зелеными волками, оно не имеет под собой никакого основания. С учетом того, что религиозные деятели в того времени, точно так же, как и религиозные деятели нынешнего времени, не позволяли увековечить стяги, тем более шариатского, теократического государства, имамата, какими-нибудь там, я не знаю, животными или птицами. По крайней мере, такого не наблюдается. Мы знаем, что это рассвет и османской символики, тоже очень сильно появление символа в исламе, такую как серп, полумесяц и звезда. Это как раз таки переняли от османского халифата, поэтому это было мусульманским государством. Если и было распространение или появление каких-либо флагов, вполне возможно или с арабской надписью, или с полумесяцем, со звездой, само собой, в основе своей использовали. Хотя некоторые утверждают, что во времена шейха Мансура непосредственно стяги были одноцветного, там зеленые стяги были. Да, предположение нет. Первым нельзя сказать, что оно было первым, нельзя. Само собой, Рахмаев говорит, что это первое нельзя. Однозначно. Потому что доподлинно неизвестно, насколько это достоверно. Все моменты говорить однозначно мы не можем. Нужно доказательства, нужно то ли фотографии, зарисовки. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Загруженный вот это вопрос. Здравствуйте. Да. Саяза. Подсказывать вас. И вы ногти Москвы. Короче, почему именно плоскостной диалект лег в основу литературного языка? То есть пока, могу. Ага. Этот вопрос еще есть? Вышла. Да. Бекадилон, Дарьевский. Заводила. Вот. И нахчи было, что да? Нахчи. И ушку примакачар, особенно ушку. Допустим, состоит он дал то, Вох шуй озмет. Вах шуй о. Да. Нахчи бош. Корень, само слово нах, люди, дуи. Его просто его значение, то есть как нах, люди, нахчи. Ну, чтобы ты понимал, давай я тебе сразу отвечу по вопросу, почему был за основу взять плоскостной язык. Во-первых, ты же знаешь, что плоскостной язык это 20 век, да? Да. Смотри, в 20 веке население, которое проживало в горных районах, и по сегодняшний день какое? Я имею в виду статистические данные, чтобы тебе было понятно. Там имеет значение количество говорящих на этом диалекте, да? Конечно. Смотри, во-первых, все в основе своей были спущены с гор. Только маленькое количество. Даже на сегодняшний день Шаройский, Чеберлоевский, Итумкалинский, Шатойский, Галанчожский. Если мы возьмем все горные районы, все население, которое проживает в горах, это еле-еле дотягивает до 100 тысяч. 1 300 000, 1 400 000 проживает на плоскости, чтобы ты понимал. И когда я сейчас тебе объясню. Я до конца объясню тебе. И когда спустились на плоскостную территорию все тухумы, тейпы, ты должен понимать, тут возникает опять дилемма. Какой язык
будут использовать и кто станет. Опять же, мы сталкиваемся лбами. То есть первый, если инстаграм даже спрашивают, ты же слышал вопросы, милх тайп док дуй, милх мат буй диалект, хархуюй, чтобы вот этого не было, взяли с каждого диалекта, с каждого говора и создали общую плацдарму для плоскостного диалекта, который бы использовали все. Здесь ничего такого сверхъестественного нету, чтобы люди между собой не ссорились, чтобы не говорили, шучебар мой махбич, бутхола карду, я шушарвай махбич, бутхола карду, я шушатвай махбич, бушула карду, чтобы вот этого всего не было. Из всех языков, всех диалектов, говоров было взято и объединено, вынесено уже плоскостной диалект, литературный диалект он называется. Только из-за этого было принято использование плоскостного диалекта. Само собой, когда люди начали, образование появилось, ты должен понимать, все ученые, Халид Ашаев, там, Таштамир Эльдерханов, все лингвисты, где они получали образование? Само собой, они же получали образование уже на плоскостной территории. Здесь, где был русский язык, здесь уже исключили, вообще начали исключать тюркский язык, он уже отпал, его не использовали в основе своей, только русский язык и чеченский язык. Само собой, когда ты образование получаешь в местности, который уже с русским, и язык становится более мягче, более такой благосклонный, так сказать, к общению. Не такой грубый, не такой в плане того грубый, потому что у нас в нашем народе, в менталитете не положена грубость. Ты должен это понимать, несмотря на то, что войвок чинцани хазкед хазгылки дистралаусвай нен хуаш де хуаш мар уахчхайна кед мерза хунд элча хардел вождел маална хавок что вок бакчара энергию хитарат уах это не как сейчас. Это сейчас себя могут вульгарно, может быть, вести. А в то время это могло порицаться даже до того, что могли убить человека за это. Поэтому вот эта трансформация, когда начали с более суровых гор спускаться вниз, начался язык уже смягчаться и появился литературный язык. Бях мобил, что я тебе так долго, но я тебе это говорю с точки зрения как историка. Поэтому объясняю, ничего плохого в этом нету. Поэтому самое важное... Услар вас. Услар, Что определить пиньбуи как то есть, литературно? Бацтер. Нет, конечно. Это непосредственно наши... По-любому. Нет, он лингвист, но он не лингвист чеченского языка. Это наш Таштамир Эльдельханов, это наш Халид Ашаев, то есть наши самые сильные ученые того времени, которые занимались языкознанием, лингвистикой, то есть которые переводили... Это и грамматические основы плоскостной диалекты. Ну да, он и проще. Нет, там просто проблема в том, что мы же использовать начали кириллицу, чтобы ты понимал, да? Уже после начала 19 века мы знаем, что пришла кириллица, и мы начали использовать кириллицу. То есть использование, как ты говоришь, там того же материал барона Услара или всех остальных мы использовать, когда начали. И нас было намного больше. Ты должен понимать, это не маленькая группа людей, которые где-то там жила в горах и сохранила. Да, еще и влияло экономическое состояние. Конечно, да? Конечно. Экономика влияла, образование влияло, закончившаяся война влияла, много. Но, снова же, самое главное, несмотря на эту трансформацию, от коренных слов и коренных диалектов и говоров не отказались. И до сих пор Чеберлой, Шаруай, Итонкал, Гэланчой, Шатуай, Мах, все эти районы и люди, которые проживали и остались жить там, сохранили, само собой, Пянкиси, само собой, Аух, сохранили. Ну, с Аухом там чуть-чуть другая ситуация, потому что у них трансформация не произошла из-за того, что они живут в окружении других людей, и ты должен понимать, что образование, которое получали, общедоступное образование плоскостных, у нас был центр Грозный, Шали,
ну, допустим, ближе сюда было все образование, само собой, центр, если был Грозный, все стекалось в Охайошмаи, здесь научные институты, все рабочие места фактически тоже здесь, Иштмаи. А несмотря на то, что, допустим, Наурский район живут Шара, Нишбу, Аш, Чебар, Луай, Буцига, Аш. У них такой же диалект, и они даже, несмотря на то, что жили среди терских казаков и все остальное, они полностью сохранился свой диалект. Они не трансформировались, потому что база образовательная там была не настолько сильна, как опять же было в центре. Это то же самое, если ты привезешь, посмотришь москвича, его говор, и возьми любого человека с Камчатки, с Сахалина, с Урала. У них, когда они будут разговаривать, ты сразу почувствуешь разницу гаканьем, эканьем, уканьем, разницу. Даже Санкт-Петербург и Москва, даже у них в говорах есть разница, чтобы ты понимал. Хотя и та, и другая являются столицами, и, культурная столица одна, другая, вообще общая столица всего государства. Но даже в них есть разница. Мы не можем отличаться чем-то от продвинутых, там, я не знаю, изучаемых, там, где наука продвигается, где люди становятся. Самое большое образование после уже того, как были Кавказская война и все остальное, появилось только в 20 веке. Мы должны это знать, и отрицать этого нельзя. Поэтому вот эта трансформация произошла из-за этого. Es domāju, ka es gribētu to škoļā dolčināt, tiem школу все-таки. Это покажет, что школе халик, там, мина, шахляться и, короче, это, ну, ларвал весь язык, так? Ага. Да, я помню, мы тоже... Дешь, откуда? Дешь, допустим, и мы как бы видим это написано с ошибками. То есть, директоре Эрехов. То есть, да, молодцы, что заметили, но это написано на ингушском. Ищет твой кил диалект, литературный халхарят и еша, по-моему. Конечно. Но это же было все сделано как? Вся литература, вся основа, все книги, образование, все оно формировалось на литературном языке. И тут ничего такого нету. Литературный язык – это основа... Литературный. Мел даже ешь, сагуш, и халивешь, конечно, и звук шпутать ешь, допустим. Ну, у нас очень сложный язык, Лоша. 49 букв – это не халам-балам. В английском 26, в русском 33, и тут появились ногти, у которых 49. Ты сам понимаешь уже? Самое интересное, буква двое, двое, допустим. Но у нас нету буквы «жа» и «да» почему-то. Но звук мою «да», «жа», допустим. Ну, это с представлением буквы «абая». Да. Буквы «д». Есть, конечно. Но видишь ли, мы же, опять же, мы видим на Кавказе более древний народ, автохтонный народ, грузины. У грузинов, как и у нас, нету буквы «ф». Мы не можем сказать, никто не может грузинов упрекнуть, что они автохтонный народ или древний народ. Это вас бошли. Да. То есть от того, что у нас отсутствует буква «ф», это не делает нас более молодым народом. Нет, конечно же. Но у нас есть «п», у нас есть «п». Точно так же, как и у грузин. Я не сравниваю, но я вообще констатирую факт. Вот, это первый вопрос. Второй твой вопрос, переход А-О. Ты сам сказал, лингвистический. Я именно хотел подчеркнуть, вот именно нахчибо, что душевка, корень, это слово нах, как люди. Или народ, да. Это имя. Народ Ноя. Ну, понимаешь, тут некоторые люди немножко пытаются изменить. Нах – это народ, но опять же, это Ноев народ имеется в виду. Да. И люди, чтобы через нах не говорить, и более литературном значение, которое имеет то же самое, нох, потому что мы его называем нох. Понимаешь? Именно нох чемата, нох маолева, нох поймар олва. Если бы мы использовали транскрипцию, допустим, арабскую, мы бы говорили нухчи.
Понимаешь? Но у нас это как раз таки А трансформируется в О, и О трансформируется А. Вах швуйха, вох швуйха. Мы же знаем, что это одно и то же. Когда мы говорим нахчи, потому что почему-то наши многие не хотят признать, как и нохчи. И пытаются, думают, начинают выдумывать сказки. На более древних диалектах звучит именно так. Но мы должны понимать, редко даже сама российская история и многие другие, греческая история, грузинская история, они используют в основном не древний язык, не исторический язык. Язык трансформируется все время. Они, само собой, используют, допустим, новый алфавит и трансформируются в новый литературный язык. Это не только у нас. Ты, наверное, знаешь арабский мат амушулах, цигат олани, и харкш йолши йочи, юксин казан зуарбейки, шизуардук цигали йолш арабском языке. Есть более древние, есть более современные. Точно так же в русском языке. И современные уже харкшил фюк. Да, абсолютно верно. То же самое в русском языке. У них был дореволюционный язык, который мы многие книги находим до изменений. Там есть буквы ять, ить, с, добавлять, что помнишь, нет, в дореволюционном языке немножко по-другому говорит. Это разницы нету. В Греции то же самое, в Англии то же самое. Со временем язык трансформируется. И даже когда многие, ты, может, смотрел, нет, не знаю, когда показывают ломбарды, показывают вот каталоги вот этих старых книг, они всегда говорят на старом английском, на старом армянском, на старом грузинском языке, в архивах документы. Но никто сегодня, на сегодняшний день, когда еще во времена Дудаева, когда он был жив, когда рассказывали эти байки, когда говорили, что у армян есть более старые источники, которые говорят о нашей истории, в то время еще говорили и у армян, и грузин, что должны быть специалисты, которые перевести должны на современный язык. Ибо не каждому человеку может истолковать слова и язык древних грузин, древних армян, древних греков, любой нации, которая имеет более или менее историю, богатую историю, чтобы ты понимал. Только это является фактором. Но люди необразованные, не в обиду им будет сказано, необразованные люди, к сожалению, используют вот это, начинают бегать с этими, вот это вы современное создали, вот это ваш. Нет, ничего такого нету. Если не современное, пускай переведет, допустим, слово телефон, переведет машина, редуктор, стиральная машина, я не знаю, трактор переведет на родной язык и так далее. Это очень сложно, это невозможно. Потому что для использования этого им нужно выдумать того, что не существовало. Ну, как там скажешь, там космическая ракета, приблизительно, бас. Или, допустим, нанотехнологии, как можно перевести люди, которые там говорят там на древних языках, якобы, которые кечатся этим же. Поэтому... Язык же, как говорится, я настолько... Через каждые 50 лет, по-моему, я где-то читал, что язык как бы, он обновляется, или там новые слова добавляются. Конечно. Допустим, ты можешь простой пример. Есть толковый словарь Даля. Даль был одним из первых, хоть и не русским, он создал первый толковый русский словарь. Даль. В далевском толковом словаре находится 7 тысяч. Грубо говоря, от 7 тысяч, ну, где-то приблизительно не дотягивают до 10. А толковый словарь Ожегова, который более современный, в нем 10 тысяч слов. Маслаба Хасан. То есть, понимаешь, да, если люди живут в современном мире, технологиями взаимодействуют, поэтому появляются новые слова, обновляются. Это должны сесть лингвисты, это должны как-то объединить. И, допустим, мы же как называем паровоз? Цертош пош. Да. Так, да. И поэтому мы же знаем, что не было его там, допустим, в 13 веке. Хуард кем олвай, исходя, как мы называем его? Кеми, хуарды объединили хуард кем. Это
Вот так над этим работают лучшие специалисты в области лингвистики. А болтуны, которые не имеют ничего, которые сидят и рассказывают, сочиняют, говорят, что наше древнее слово, и мы знаем там фонему, используем такую-то, секую-то, начинают сочинять и выдумывать. Любой маломальский, любой известный. И они любят приводить пример Америку и Англию. Мол, мы аристократы англичане, а чеченцы якобы это американцы. Стоп. А разве у англичан нету диалектов? У них вот столько диалектов, вот столько говоров. У британцев. Они являются эталоном Европы аристократии. Немцы, одни из тоже древнейших людей. У них есть древняя история от самого Карла Великого. Французы, немцы, итальянцы. У всех есть диалекты, у всех есть говоры. И ничего такого нет. И только необразованный баран будет утверждать, что если у народа нету диалектов, то он настоящий, а если есть диалекты, это что-то. Нет, конечно, это чепуха, конечно. Это формирование. Это формирование народа, сложившееся, к сожалению, формирование языков или формирование народа, чеченского народа происходил и происходит достаточно очень долго. Хотя многие считали, что формирование тейпов чеченских закончилось в 19 веке. Почему у нас отличается список тейпов 19 и 20 века? Да очень просто. Потому что цхангар или цатейп док махалля хатейзен калхвай ол. Например, я говорю, тейп ол или тейп устрадхвай ол. Хотя они все те же тейпы просто или ахарачуай буиш, или там кушлуай буиш, или алруай буиш, не больше, не меньше. Пошла. Это один пример, я говорю, когда Рамзан телевизор сейчас, табено того, что говорит, он говорит, твои ребята, твои молодежи, хайкам бара, он тейпан милый, чайгат, это его табено, да. Гарш, видимо, каждый чуть-чуть тейпан милый, чайгат, это его пошел, скорее всего. Ищ пример, допустим, Йолшон. Допустим, до чего? Дар хоть тейп, дойди, а сам хотел хоть? Да, дар хоть. Тейп, он на самом деле. Из Белхтема, будешь самоцас, я был просто хулца. Раздельно аж будешь как бы. Дар хочешь, дух, дар аж будешь. Герган, аж беги дар абу, Белгат абу, чер Белгат абу. И все различия. Ну, это видишь, Оша, тебя проблема, опять же, людей от того, что они делают свои собственные умозаключения, и от того, что людей образованы. Почему отправляют детей учиться? Чтобы они не сочиняли, чтобы они не выдумывали, чтобы они писали грамотно, читали грамотно, чтобы созданный ими самолет еще до взлета не упал и не разбился. Чтобы архитекторы построили мост, которым проехал один раз, чтобы не развалился. Дурак сделает мост из клея. Образованный человек сделает мост из камня, арматур и бетона. Вот разница в чем. Ты проехаться хочешь по какому мосту? По деревянному мосту, который может выдержать только тачку? Или хочешь проехаться на своем КамАЗе, масла бахаса, по бетонному? Вот вся разница. Да, Башла, второй вопрос. Уточните, даже дальше. Валит Бог, что фамилия докторился, молвы, муфти заместитель Уитема чувствует. Свой лег арамейский мата, нох по их морях, нах ол шалар. Да. Нах. Непосредственно используем, считается, что мы как раз таки используемся арамейский язык. Вот ажла башла. Ой, Адам ол шана, Адам по их морях. Да, я слышал эту запись. Нах Бог, что ваши люди, народ, короче, нах духовый все равно уличить. Вот именно, но поямар царх ол, что идти ой, нах Бог, даже. Дудер, я же поэтому говорю, ничего от этого не меняется. Ни он, вообще не меняется. Просто мне обидно, знаешь что? Мне обидно то, что грамотные, сильные духом, воины, Дакки тейп на что ж, дукка дюзал бош, ногчи коман,
отказываются от имени пророка и хотят, чтобы называли народ как угодно. Они готовы как угодно назвать, но не именем пророка. Когда ни грузины, ни другие не отказываются. Мы не против. Допустим, смотри, мы знаем, что сегодня мы входили в часть Алании. Знаем? Но на сегодняшний день мы не можем быть Аланская республика Нохчичу. Почему? Потому что есть Аланская республика Маслабас, республика Алания, Осетия. То же самое, первые взяли и нох бошлик, хадошлик, войц и куша, единственный шаша иду бош, хабош беш, эрмлойбу, сажимал, шаша дуцунтяхинабу. И то они не могут ничего предоставить. То же самое использование грузины. Вот мы отдешил исторический факультет, отдешил, ой, ваш Осман, Суахамаба, Гюржиш Бахшаш, они верят Леонтию Мравелю, который говорит, что мы потомки Иофета, это сын, родной сын пророка Ноха. То же самое говорил профессор Мар, он был и по лингвистике, он был и по истории. Цунах Хабел, цин ученики, из Джаханашвили, Кидабеш, которые про нас тоже говорили. Вопрос возникает, если крупные ученые, грузинские, армянские ученые говорят, что мы потомки Ноя, что от нас вот мы несем это имя, и многие, даже тот же Ян Чеснов, он даже не отказывался от этого. Сегодня Хасан Бакаев доказывает это. И многие достойные ученые говорят, нет, ну да, у нас есть слова, одно слово, которое обозначает несколько значений. У нас есть такие слова. У нас есть слово нох, спахивает которое, плуг, грубо говоря. Есть нох, имя пророка Маслаба Хасан. Но мы же не говорим, что Дейл Салмхритсон Дал Уайтин Вазин Пайхмар Нох Пайхмар алейхиссалам Цунцей Плугицей Цаюмацаолва. И до Цихатмахаева, еще до появления этого плуга, до появления, возможно, носителем как раз арамейского языка являлся сам и считается шел Адам, не сам дольше, шел вообще кам дуния на первую даду далек Адам Пайхмару, султ и Адам Пайхмар сан кам дайстажин дуния тавек Нох Пайхмару алейхиссалам. Это знают религиозные люди. Это еще до Авраама, до Ибраим Пайхмарат Экашли, Ибраим Пайхмарат Экачана. Те же самые семитские племена разделились на евреев и на арабов. Но они и те, и другие семитские племена. А война армейская. Да. إذا وينها يوقع دخبل كان وينخ بوختل دوش лезок كان но нахти бошты известно. Разница в чем? И в этом слове, и в другом слове корень нах, имя пророка. Просто нахчи более древние, а войнах более современные. Да. Юксун разница. Да. Просто смотри, смысл слова, вложенный в слово нахчи, смысл слова, это как народное. А в войнах сложены наш народ. И то в войнах два слова раздельные. Нох, чи надати, я нах, чи раздельно. Нах, чи это одно слово. А в войнах лулар нах, гергер нах, там, я не знаю, осал нах. Чурнах. Да, чурнах. Это два слова. И они не обозначают народ. Я хочу понять, я не против слова война. Я против того, чтобы ему дали статус этнонима. Нету такого статуса этнонима. Это объединение двух, вот сегодня уже современным, две республики. Нохчичу, Галачи. Две республики взяли, объединили и сказали, давайте мы назовем их Республика Вайнахи. Все. Я могу понять, если бы за это ходатайствовали чеченцы, ингуши. Только два, там указано, только этих два указывается. Но нет. Вместо этого
туда всовывается уже и мелхи, и орствай, и эхки. Завтра появится и терлуай, послезавтра чеберлуай, послезавтра там и так далее и тому подобное. Это дробление народа. Это специально вводится только для того, чтобы разбить, навсегда похоронить слово, отказаться от этого слова Нахчивош. Но мы не можем. Это древнее и самое, на самом деле, самый хазаёж, смысл ёж, уарги чула атамбош, древнее ёж, название. Изменить этому, тогда как раз таки изменить я что чем. Ну давайте тогда оставим чечен. Все в мире нас знают как чеченцы. Давайте оставим и будем называть. Называть себя Конечно. В войнах это тема могут понять только узкоспециализированные кавказские народы. Да, есть, я и говорю, там записана территория Чечни, полностью вся территория Чечни, от Каспийского моря и до Черного моря написано, где написано Черкесия. Потому что они не знали, что есть другие народы. Потому что они не сталкивались. Они дошли до черкесов, и они решали, что все остальные дальше это черкесы. И нахчи бог, что и цейещан, объясните, дарья из нохчмах кой бог, что шумати абсолютно связанный, да, и нохчмах кой бог, что идутсуна хакло. Я это вчера тоже объяснил. Нохчмах кой термин введен в 19 веке. Он ничем не лучше, чем войнахи. Ничем не лучше. Войнахи введен термин в 20 веке. Нахчмахквай введен термин в 19 веке. 100 лет разница. Они оба молодые. Почему назвали Нахчмахквай? Потому что нахчи, которые остались, скрылись в Нашхе, первые спустились на эту местность, осели и завладели. Из-за этого, да, Ичкери, Раскишна, Хасаитер, Кьячан, Хасаит, они отказались от этого слова и приняли название Нахчмахквайца. Другого нету никакого. Есть сказания, предания там. Это все уже начинается наша болезнь, сказочная болезнь. Ни больше, ни меньше. Вот в чем проблема. Брат, все, хорошо. Поздравляю. Масанахе. Сорок два, 76630. 76630. 298. 60. 448. Номер для доната. Опубликовать. Прикрепить. Вот. Сейчас, смотрите, буквально на минуту я отлучусь и вернусь.
Так. Ассаламу алейкум. Моша, ва алейкум салам. Давал швы, алхамдулилlah, выжили. Дайреса. YouTube чур башла, мауку чуа. Ва. Мила, я пока не добрался, я обещал тебе, я посмотрю. Это мой спецпредставитель в Ютубе. Я думал, что Нахчмахкой это идет от названия Нахчи, но проблема в том, что в Алгае не жили Нахчмахки. Нахчмахки в Алгае не жили, мы знаем это. Но Нахчмахкой взяли от названия народа имя. Понимаешь? Султан. Ватс персона 0054. Вар, верс это одно и то же. Вот от основы верс и вар и идет. Ну, многие, конечно же, начинают говорить, многие пытаются, говорят, что нам не нравится, давай уберем, давайте удалим. Еще раз говорю, если это не будет принято на общей конференции, научной конференции, академической конференции, не будет принято и внесено в научный оборот термин заменен или устранен, все, что мы здесь говорим, это будет бесполезно, кроме как разговоров. Вы будете говорить, вы будете делать, что хотите, но это бесполезно. Я это говорил и объяснял многим людям. Прошло 3 года, ничего не изменилось. Вот то, что вы говорите, это бесполезно. Появилось это после 19 века, Кант, Вальтер. С образованием приходит много новых слов, много новых терминов. Образование, наука вносит очень многие слова, которые вы не понимаете или я даже не понимаю. Вот. Еще раз вам поясняю. Башлам, зачем нужна конференция ученые-историки, если есть мое... извини меня, я забыл, что Атлас Бергман, ты есть, все. Ва алейкум салам. Я тоже больше не буду говорить, что я из Тухума Нохчмахкова. Сюда именно Нохчи, Хилу Нохчи, и все. Кажется, Самуил абсолютно верно, князь, брат. Я не хочу, мне надо, есть другой админ на этот аккаунте. Я его попрошу, чтобы вышел ему не впервые все равно. Нет доказательства, что это было до 19 века. Я не слышал, я говорил с этнографами, и когда мы говорили по этому поводу, я не нашел непосредственно никаких доказательств. Это такой же чеченский тухум, как и остальные 9. Зумсо Мусаев, ничего такого. Еще раз, мы не можем отказаться от этого сегодня. Если я буду говорить верс, вар, нохчи вар, ду варствай, нохчи вар, ду мелхи, как вы думаете, как будут относиться? Вы же не можете до сих пор признать и принять, что ичкери это именно взяли за основу тюркское основание. Хотя тюрков и не было на этой местности никогда, когда появилось название Искер. Многое нет доказательств раньше. На многое, что нет вообще доказательств письменных. И мы
же придерживаемся этого все-таки. Джанчур, что именно ты хочешь указать? Конечно же, если нет доказательств, есть полевые материалы, есть гипотеза. Если у нас нет доказательств, мы можем говорить, что это гипотетически так, ни больше, ни меньше. Князь Эги, ты не поймешь, это не ваша тема. Абсолютно верно. Муниципальная, район, называйте как хотите. Ахмед Суфян, ну, не понимают люди, я не знаю. Давайте сегодня сейчас не акцентировать внимание, тухумы, не тухумы. Это оставим, давайте дальше идем. У меня абсолютно, честно сказать, нету ни времени, ни желания просто сидеть, обсуждать то же самое, что 3 года подряд обсуждают. Я про тухумную структуру. Без этого нация разбивается на мини-этносы. Субэтносы. Не этносы, а субэтносы разбиваются. Субэтносы разбиваются. Да, вполне возможно. Вполне возможно. Но, Джанчур, мы же то же самое говорим. Не убрать это слово, а заменить. Речь об этом идет. Заменить якобы то ли арабское, то ли тюркское слово. Заменить его на наше родное, который по смыслу бы обозначал то же самое. Но есть уральское древнее слово «димту». Я не знаю, многие этого признать тоже не хотят. Хотя лингвисты предложили и уже давно сказали свое мнение по этому поводу, что это уральское слово, давайте введем. Но мы отвлекаемся от какой-то общей глобальной проблемы и переходим непосредственно обсуждать какие-то мелкие структурные вещи. Я вот этого, конечно же, вы не представляете, как много белых пятен в истории нашего народа. Нет бы заполнить их, вместо их ты смотришь некоторые легенды, некоторые книги смотришь. Я просто бываю даже от современных историков в шоке просто-напросто. Шеш хаху söylüş, ordineri ve söylüş. Yasakloş leri tat borçan ezig mezig borç. Yom şuda yüçüsün hopşuat. Söylüş ka ta доказательство я, та хумаят. Такка церга я та вайлушуктан доказательство. Вайлушуктан. Цер шейга та доказательство, че вайдалоктан доказательство. Мы только им даем почву, и они упрекают. Церт явячуг милаусиш, лаудаю бецер багадошун дат. Хинц лаудаю основит яшвол, галыш явячу вайн мову хири, татоев. Раз и навсегда гарчал поставить точку, печать на этом вопросе. Есть доказуемое, есть недоказуемое. Доказуемое хагайтизм. Почему, если было какое-то цивилизованное государство, назовите его как хотите, Хани Бучу назовите, Кунзатату назовите, Инуцахату назовите его. У вас было государство, вы говорите, древнее государство. Мы просим, где ваша письменность? Где говорится, что эти платили, вот здесь мы брали столько-то ясак, вот здесь столько-то собрали, вот здесь это сделали. Где это доказательство? На какой бумаге это есть? И дата ويا تعتبول شنچو دگبیخ بول uçanış bok واخوشن ihum düç İğazlaş içiyediş İğazlaş içiyediş Çun der tervay nokçiş düçtek ha üyeti тера ha üyeti tatio до нердич ha üyeti а это ваши говорят а это на вашей книге написано больше ашло так войниш дела бок дуй и башла. А вы про эту книгу знаете, что? Кто-нибудь вообще знает, кто ввел в обиход вообще название? И тут он был, что дуаш Мичер Хаделла, Хангер Хаделла, он хает она. До сих пор спорят, какое оно тюркское происхождение имеет. Или же оно имеет происхождение, я не знаю, персидское или арабское. До сих пор не знаю. Потому что у арабов есть это слово, обозначающие, опять же, пределы какого-то или дороги, или местности, пределы какой-то местности определяют. Все. Мы до сих пор, не зная это, лезем
Ладно. Меня слышно? Почему-то комментарии остановились. Раз, два, три, четыре, пять. Хэшуй. Кто-нибудь меня видит? Слышит? Опять, что ли? 25 есть. Слышно. Мы сами того не осознавая, порой делаем такие очень глупые, никчемные ошибки. Вся проблема в том, если бы спросить меня, я бы собрал бы в один день всю научную интеллигенцию, всех преподавателей 3 вузов, которые есть: нефтяной университет, педуниверситет, собрал бы всех совместно с министром на общей конференции, и там заявили доктрину, национальную доктрину нашей истории, как это сделал по истории России, сделал Путин, допустим. Потому что и в России начали писать некоторые книги, как будто Вторую мировую войну выиграли якобы американцы, выиграли англичане. Если бы они не вступили в войну, якобы Советский Союз проиграл бы. Чушь собачья. Вот это называется уже конкретно, называется предательство. Предательство своего народа, предательство своей истории, своих предков. Собраться все вместе и сказать: вот доктрина нашего народа. Понимаете? Вот о чем нужно говорить. А если ее нету, Башлам, очень приятно было смотреть на наших старейшин, которые собрались, Амин Везендер, Дала Дукбах Болеш. Да, Мокшмяш Бах был. Это мне было очень приятно. Очень приятно то, что собрались без всяких сомнений все представители всех, вплоть до ауховских уарства, у себя на уарства Махка заявили, и это есть благо. Вот и все. Вот это и есть благо. Ни больше, ни меньше. Преуспевший. Ты какой национальности сам? По мнению историков, традиционная структура чечено-ингушского общества включает в себя 9-11 племенных союзов, тухумов, и так далее. Башлам, я с тобой не согласен по 2 «м». Я не знаю, что ты по 2 «м» говоришь, обоснуй. Потому что тейпы — это тоже военно-политическая единица. Ну, кровно-родственные, получается. В тейпах в основном родня друг другу. Ну, я не знаю, последние дни что-то совсем с интернета плохо. Может быть, из-за погоды, может быть, из-за чего. Потому что они не нуждались в том, чтобы входить. В основном определялась местность, где происходили... насчет Второй мировой, мнение у каждого свое. Я просто знаю, изучал историю. СССР изучал, Россию изучал. И неплохо ее знаю. И да, было сложно, да, многие вещи, но говорить о том, что если бы не открыли второй фронт,
что СССР бы не выиграл, это чушь собачья. Башлам, слышал, что в Ингушетии на территории Нестерска хотят полигон на участке Орского. Так, получается, нашу историю Орского уничтожают. Почему уничтожают Орского? Я не понял вопрос. Про полигон я понял. На участке Орского. Так, получается, нашу историю Орского уничтожают. Почему уничтожают нашу историю Орского? Я не понял. Это ты говоришь про полигон, и ты говоришь, что Орского. Причем полигон это военное Министерство обороны делает. Оно вообще не подчиняется никому. Ни региональным властям не подчиняется, никому не подчиняется. Она подчиняется федеральному центру. Сегодняшнее или какое ты говоришь конкретно? Оно было вообще-то не сегодняшнее, если ты про 12-минутное говоришь. Не знаю, это аэро. Я с вас поражаюсь, честно сказать. Вы знаете, как может человек, мыслящий глобально, мыслящий о чем-то великом, закрыться в своем маленьком мире, называемый тейп, называйте это вар, называйте тукум, как хотите. Вот вы живете в этом маленьком микромире. Так не будет никакого развития, Дукташ. Так мы не достигнем никаких успехов. Так мы не сможем выбиться в люди. Мы так и останемся в родоплеменных отношениях, никуда не уходя. И причем всю жизнь сталкиваясь с одними и теми же проблемами. Где ваше глобальное мышление? Ведь вы народ, который достоин более глобальных проектов, более глобального значения. Ваш мир заключается, я с вас, честно сказать, я поражаюсь вас, реально. Вот человек, который не мечтает о том, чтобы полететь в космос, развить технологии, вы никогда ничего не достигнете, Духдаш. Вы никогда ничего не достигнете. Вы всю жизнь, вы извините за то, что я так говорю, вы всю жизнь будете копаться и жить только в том, что вы, ваш мир заключается, ваша тейп, ваша гора, вы думаете, что это весь мир. Но у вас отберут эту гору, у вас отберут эту родину. Как вы не понимаете этого? Я с вас поражаюсь. 105 человек. Женщин вы обсуждаете. Зайдет девушка, вы к ней пристаете. Что-нибудь насчет тейп наш тукмаш Вы живете в каком-то своем мире, который, как он называется, ваш мир? Как называется ваш мир? Поэтому стоит выехать куда-нибудь за предел Акруашсан сейчас худеют соуш, где куда податься, сонох чего говорит, вот саму Бог дает сорваться. Ну как с таким мышлением вы, как вы живете с таким мышлением? Где ваша философия? Где сунна пророка, который вы
сами изучаете религию, которая говорит Эльманду, Китай, вот, и так далее. Вы на чем основываетесь? Как вы собираетесь жить? Я просто поражаюсь вас. Вы сегодня смеетесь норнийцев, но вы это только следующий этап от норнийцев. Норнийцы остались еще в самом низком уровне, вы чуть выше стали. Но дальше вы не идете. Вы смеетесь и говорите, норнийцы еще где-то там внизу. Не обращайте внимания на норнийцев, идите вперед. Идите вперед. Развивайтесь, учитесь, размножайтесь, прославляйте свою республику. Что для вас, я честно сказать, я поражаюсь вас. Я реально поражаюсь вас. Вы, конечно, извините меня, но таким образом, чтобы вы куда-то ушли, опередили кого-то, это очень сложно будет. Это будет очень сложно. Да, господа хорошие. Конечно, может быть, и не справлюсь, но я, по крайней мере, попытаюсь. Я надеюсь, что из 115, из 120, я не знаю, сколько там еще в Ютубе смотрят, сколько бы нас не было, что среди вас будут люди, которые понять. Господа мои хорошие. Я реально, вы знаете, всегда проще разрушать. Всегда проще разрушать. Люди, которые разрушают, они никогда не думают, никогда ничего не строят. Они всегда обсуждают тех людей, которые что-то знают, что-то делают. Сами же они ничего не делают. Просто обсуждают, смотрят чужих жен, разводы, браки. Кто-то вышел за чужую нацию, кто-то развелся, кто-то машину купил, кто-то украл, кто-то перепродал, аварию сделал, страховку сделал. Вот ваш мир. И я это говорю с сожалением. Я надеюсь, что среди вас будут такие, которые, оставив вот эти все слабости позади, будут идти вперед. Будут идти вперед. Я, конечно, ничего не теряю от этого. По крайней мере, перед Всевышним я скажу, что я пытался что-то сделать. Я пытался, чтобы вы изменились. Я пытался, чтобы мы реально были едины. Я пытался, чтобы наша Родина была лучше, чем она есть сегодня. Через лет 50 и так далее и тому подобное. Вот разница между... Вы смеетесь, у вас у многих сарказм, многие вы просто-напросто ха-ха-хи-хи сидите. Я знаю, кто такой Руслан Хасханов. Я прекрасно знаю Руслана Хасханова. Я прекрасно знаю Амина Тисаева. Я прекрасно знаю Азамата. Я более или менее знаю нашего генетика Пахрудина. Я всех этих людей знаю. Я с ними встречался. Кроме как с Хасаном Бакаевым. Понимаете? Вот в чем разница. Макар, шансы есть очень большие.
очень большие шансы есть. Но над ошибками нужно работать. Просто-напросто с Арби Вагаповым, конечно, я не встречался. Встречался, но не говорил. Проблема не в том, что давайте, хорошо. Вот видите, проблема многие из вас восприняли именно то, что говорят о каких-то наших ошибках. О ошибках. То есть никому не нравится, когда говорят об ошибках. Окей, давайте говорить о другом. Давайте поговорим о другом. Окей, я хочу услышать от вас, о чем вы хотите. Вот говорит взрослый человек, образованный, фильм «Хаял», «Тюк Хаял», как говорил Бурсагов. Другой Бергман саркастично говорит, ладно, я пойду развиваться. Третий говорит, третье. Наставление, господа мои хорошие. Мы должны друг друга слушать. Мы должны просто прислушиваться друг к другу. Послушать и давайте что-то обсуждать реально нужно. И если вы ищете место просто для троллинга, просто это не развлекательный контент, что даже. Это не развлекательный контент. Ладно, хорошо. Каждый пускай. Мое дело просто сказать. Я очень хотел, чтобы каждый из вас думал более глобально. Я очень хотел, чтобы каждый из вас развивался, что массер улк штадали, что дукка этухлет рачли, я шибиваться. Но это оставим. Оставим, давайте я буду теперь просто отвечать. Великолепная книга Хусейн Тарамов «Долгие ночи» Абузара и Дамирова. Давайте дальше. Я Латиф Масса Нахил. Шудугдаш. Кварта Маанур Баршу. Мелочь о кварт Бухайшем. Предложи любому из вас по 1 миллиону или по 1 миллиону долларов. Вы сразу бы включились бы любой человек из вас, из 111, любой бы сразу придумал, стал бы генератором идей. Вы бы стали все генератором идей. Все зависит от того, к сожалению. Надо. Я с тобой согласен, я хотел развить тему, давно пора отдохнуть от тэпа, у нас практически эта система не действует. Маршу, свидетель, что ты свидетель. Алейкум салам. Я читал и рекомендую всем. Башлам YouTube, чувак. Дях, ол, везхо, тут порох закончился. К сожалению, YouTube перейти у меня не вариант, к сожалению, пока. Сайдмаун 114 вижу. Поговорим об актуальных вещах, ребята, без лирики. Ладно, Башлам, нужна идея на $1 миллион. Действительно, почему не включить кому? Расскажите кому-нибудь историю Башлам Машина. Пока мы не будем окружены, будет угроза уничтожения, серьезно не будет. Башлам, но Агваты ему резко. Куда-нибудь кредит веру. Ладно. Поддержите вас даже сегодня, напомнив молодежи об их роли в развитии республики. Это дорого стоит. Может, кто-то не задумывается о своей жизни.
Мурад Муслимович задонатил. Мурад ДРС дал сей дуэл. Что-то совсем в последнее время очень сильно подводит Wi-Fi. Я не знаю, что произошло с ним. Вроде бы у меня трафик и стоит, но просто-напросто он очень сильно лагает. Не знаю, что происходит с этим интернетом. Приходится использовать какие-то обходные пути. Надеемся на лучшее. Черт не знает, что происходит в этом мире. Не знаю, Тигр, ты же видишь. Слышал мелодию, да? Вот, если слышал мелодию, она есть. Если не слышал, их нету. Удыл. К сожалению, своими проблемами это, конечно, ничего не решит. Ладно, оставим. Продолжим об исторических аспектах нашего народа. Дерез хил ялхроваша, дерез хил самагатия, хадает нек что. Все нормально, все нормально. Хильдек, хильду дочтек, да, свой. Поэтому. Да нет, Жрей, я отвечаю на ваши вопросы, можете говорить, я просто буду вас слушать и отвечать. Это не из-за того, что у меня там связь приостановилась или что-либо. Я могу отвечать на ваши вопросы, если они, конечно, если у меня были бы деньги, я бы купил себе остров и уехал бы там жить для себя. Удачи. Купи остров, уедь и живи для себя. Я никуда уезжать не собираюсь. Дек дуду всегда спрошлан. Дерду. И богш от аштерервы рицкантя. Дала хадерлик тёрштук сумбуш. А не лезьте везде за миллионами зарабатывать все больше и больше. В этом плане мы не принимаем это слово дек дуду всегда. А в других случаях применяем. Хитро. Очень хитро. Кучу был чертай буквально. Худый дождь. Вот так. Там Ф. Ингуши поспорь. Башла мертвые города. Не понял. Вопросы про мертвые города. Не знаю, есть мертвый город у нас. Мялхисте. Цойпиде. Город мертвых. Пашлам Курбанов извинился перед соседем. Он и не будет извиняться перед ним, с чего вы взяли. Нет, просто сейчас все внимание на встречу непосредственно Даудова и Сереждина и Мусы. Некоторые в разных пабликах обсуждают о том, что они не имели права, что их сейчас обманут опять и так далее и тому подобное. То есть и решить не хотят этот вопрос, и не решить не хотят. Как-то получается двоякая ситуация. Но посмотрим, что будет после. Господа, я реалисты. Про покупку острова для меня это... Я вижу, что не то, что остров. Мы маленькие вещи не можем себе приобрести. Оставим тогда. Пошла, он уже извинился, видео есть. Я не видел, что он извинился. Он сказал, давай в Москве встретимся. Может быть, есть. Если есть Саддам Датсов, он не представляет мой народ. И мне до него, честно сказать, не сильно есть дело. Я слушаю время от времени какие-то его высказывания не являются более или менее подходящие, тезисы его подходящие, но насколько, на чем они основаны, насколько они являются сильными, это, конечно же, другой вопрос. Поэтому я не слежу, я не подписан на него. Возможно, если вы видели
Может быть и есть, а может быть и нету. А язык это ДНК. Джанчур. Заявление, конечно же, сильное, но не думаю, что оно согласованное. Извинилась, потому что абсолютные гуроны, он был, не смог бы с ними вести диалог, просто лишь бы они оставили. Может быть, все может быть. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум. Пошла в ютубе на Аве башне Гирм. Не знаю. ДНК влияет на внешность. Это нужно у наших генетиков спросить. Вполне возможно, что влияет. Альхамдулиллах. Брусчатка номер 1. Держусь. Родные пока не лучшим образом. Ну да ладно, оставим. Мои, как говорится, проблемы — это мои проблемы. Пока я его оставил, но над ним еще поработаем. Оставь пока. Сразу все выпуливать я не собираюсь, надо по чуть-чуть делать, вежливо. Башлам, я реально хотел пойти почитать книжки о сарказме, о хаухе и тисун. Ваше мнение, я в первую очередь только для вас добра хотел. Что вы хотите или не хотите, это ваши личные. Я никого обижать не хотел, сон, бадык-дича. Я лишь надеялся на то, как своему родному брату, то, что я с вами говорю, родному брату, родной сестре, только для этого я делал. Изучая тейпы, тухумы, народ, традиции, адаты, его изучают не для раздробления, не для уничтожения, а непосредственно создать одно единое, мощное государство, республику и тому подобное. Если вы не собираетесь, то зачем вести дебаты, зачем вести споры, опровергать кого-то? Если завтра, послезавтра мы сами собираемся это отдать первому пробежавшему, который поднимет руку и скажет: о, вы такие воинственные, и все. Ногчи побегут, ногчи будут проливать кровь, погибать будут. Аферисты отойдут в сторону, бедные национал-патриоты начнут воевать и погибать. Их жены, дети будут сиротами. Это ожидает каждое. Это речь не идет только о нашем народе. Это ожидает каждое общество, каждый народ, который не будет делать, развиваться. Но это право каждого человека. Нет. Я мясо давно ел последний раз. Я ел финик. Это был финик.
Так я в основном смотрю, что вы говорите, что вы пишете. Нет, я не веган. Со ногчеву. Какой ногче может быть веганом? Исторические процессы, которые проходили на территории нашей Родины, они от этих исторических процессов, к сожалению, страдали многие наши общества из-за непонимания и того, что мы всегда пытались персонализироваться. Мы пытаемся отделиться, мы пытаемся, считаем всегда, что мы лучше всех, умнее всех. Что касается сарказма и шуток, ну не знаю. Есть всему свое время, наверное. Это, как говорится, всегда быть серьезным тоже не получается. Но в истории, к сожалению, смешных мест очень мало касаемо нашей истории. Если мы собираемся как-то изменить ситуацию, прежде чем вы начинаете хвалить, говорить, вот он наш народный историк, вот он знает хорошо, вот он знает все, надо исследовать его работы, чем он занимается, в чем заключается весь смысл деятельности. Вот, в историческом плане. Очень часто мы готовим, делаем, собираем материалы и в сыром виде выбрасываем в эфир, выбрасываем на платформу. Многие даже не понимают сути этого. Например, допустим, сегодня или вчера мне прислал один из подписчиков вопрос. Он задает вопрос, в котором говорится, кто назначил шейха Мансура первым имамом Кавказа. Где, в какой якобы замке его назначили и так далее и тому подобное. Мне было, конечно, интересно, каким образом и кто назначил в данной ситуации, можно было, в каком замке назначили шейха имама Шамиля третьим имамом Кавказа. Гамзат Бека, Гази Мухаммада, их собирали в замке и официально делали имамами, что ли. Что касается этого звания, шейх Мансур, первый имам Кавказа, есть много работ, особенно у братьев черкесов, адыгов, поэтому написано, и они его называют и считают, потому что он реально задействовал в сопротивлении в Кавказской войне многие народы. Кого-то больше, кого-то меньше. Кто-то, когда он побеждал, всегда был рядом. Кто-то после его поражения считал, что он не всегда побеждает. Наверное, любой бы дурной даже человек всегда бы шел за полководцем, который всегда побеждает. Вот. Поэтому мы должны всегда понимать, каким образом мы видим через призму всей истории, всех представителей исторических процессов нашего народа, как мы их видим, кто является герой, кто антигерой и тому подобное. Поэтому никакого Кремля там, в принципе, и не было. О каких Кремлях вы говорите в 18 веке? А что здесь мне? Вот это как раз таки и есть то, что мы не знаем. Старейшин подкупали, но муллы
это другая совсем ситуация. Амин. Изучая, даже когда вы начинаете изучать какие-то промежутки истории, даже соседних регионов, вы смотрите, вы наблюдаете и находите очень много параллелей и моментов, которые просто-напросто взяты один в один, скопированы с нашей историей и просто заменены имена, ни больше, ни меньше. Хотя, к сожалению, сами того не понимая, глупость, она человеческая, порой не имеет границ. Начинают люди показывать мифические карты, мифические вещи и сами себя выдают, где пространство определенное, которое они говорят, якобы были ими. Там нету ни городов, там нету ни обществ, ни определений, которые могли бы там находиться. Вот. Это всегда нужно искать, всегда нужно смотреть. Я не знаю почему. Ни Ноахчи, ни Нахчи, ни Нахче. Я в этом не вижу разницы. Какое это для меня на сегодняшний день. Главное, чтобы там было Нахчи, Нохчи, Нохчи, разница. Какое оно имеет в историческом плане значение для меня. Если я знаю, что оно было закреплено, сегодня говорить, почему это так, а почему это не так. Сегодня многие не хотят даже слово чеченская история на нахчийскую историю заменить не хотят. Даже этого не хотят. Наверное, черту. Люди еще не дошли до такой кондиции. Может быть, поэтому. Вот. Не дошли до этой кондиции. Да, Нух был. Некоторые Ноах, говорят, был. С сегодняшнего дня будет завтра. Оригинально. Ну ты прям как Кличко выразился. 4X77X. Нахчийское уже поменяли, уже 2 года. Как научный оборот введено слово нахчийская история. И оно уже на официальном уровне давно пишется, если вы не знаете. Да, исторически Бин Файлан так было. Ладно, Межреиш. Амин. Я тоже сегодня недолго задержусь в эфире. Духоеваться. Это религиозная тема. Меня не спрашивайте, зикры, не зикры, маулиды. Это все вопросы к представителям религиозной деятельности, муфтияту. Я не знаю. Этого не знаю. Чего не знаю, этого не знаю. Религиозная тема – это мое табу. Поэтому что. Понедельник, день тяжелый. Откуда его муха здесь? Оно введено в оборот уже.
Нахчийское введено в оборот. Оно есть. Оно неизменно. Так. Отправь запрос Атласу Башлам. Он хочет в эфир, но стесняется. Нарнийцы кто Башлам? Нарнийцы я сказал кто. Ассалам алейкум. Дэр, брат, тут деградация и полный рост. Есть такое. Башлам, как мы можем платить дань более мелким? Такие личные вопросы. Мне много лет. 30 с лишним. Халид Ашаев, Таштамир Эльдерханов, наверное, они. Не уверен, что можно сказать конкретно за кем закреплено это. Машлам, ты не хочешь писать книгу про нас? Хочу, Макар. Напишу. Когда-нибудь там. Хотя это очень сложно. Башлам, у тебя получилось детально посмотреть те графические карты, которые я тебе прислал в директ. И в будущем могу прислать еще много. Я нахожу их на сайте европейских картографов. Мой смайл. Карты хорошие, многие из них у меня есть. Детально посмотреть не получается. Если ты их не сохранишь через Telegram, когда их растягиваешь, непосредственно каждая детализация карты, это самое важное. Это нужно для того, чтобы изучать и более расширенно. То есть карты нужно сохранить в хорошем качестве. И только тогда в PDF, кажется, они сохраняются формат, я не знаю, как называется. Вот, сохранить как документ, а потом, когда его открываешь, его можно расширить, его можно... Вот тогда карты хорошие. Когда делаешь скрины, они должны быть, во-первых, ты должен четкость установить, и только тогда делать. Так, резаком, ножницами я тоже брал в свое время через компьютер, то есть находил карту, вырезал ее, и после этого использовал в своих работах. Башлам, ты знал, что мы с Жичуай, Саид Муаммадом, не знаю, что такое Жичуай. Этой книги у меня нету, но я ее видел. Вот. Тигр Львович, ну ты просто гений сарказма. Гений. Ты можешь и дальше своеобразный сарказм и троллингом заниматься. Месяц Рамадан, мне честно сказать, без разницы. Что мне нужно, я как-нибудь сам разберусь. А сама говорит, ни ты, ни кто-либо другой мне этого не предоставит. Я просто поделился с вами. Но теперь понимаю, что зря. Не стоит делиться с такими вещами ни с кем, если ты человеку не доверяешь. Хотя, ладно, оставим. Эта глубокая мысль философии не затронет сердца тех, у кого сердец, в принципе, может и не быть. Башлам, расскажи в первом столкновении чеченцев с монголами. Первое столкновение 1221-1222. Появление монголов на территории Междуречья и рекой Сулак. Вообще считается, об этом сражении есть литературное произведение. Я его как-то печатал в 13 частях, по чуть-чуть я каждый день отправлял вам его. Вы можете посмотреть, но надо спуститься. Об этих сражениях очень много чего есть, что написано, что сказано. Сопротивление было ожесточенное, но монголы принимали излюбленную свою тактикой, методом и отравления воды, и сжигания, и подкупа, и нападения. Предгорные части очень трудно давались им. Но, как всегда, как говорится, не без подлости. Вот, поэтому в основном первые столкновения произошли именно в области Ауха,
междуречья Терека и Сулака. Потом уже ближе к Гудермесу, современному Гудермесу в этой области, предгорной части, Ойсхар Гудермес. Башлам, пытаюсь светом твоим. Не надо пытаться светом моей мудрости. Это слова мне не принадлежат. Говори это тому, кто это сказал. То бишь Джамбулату Умарову. Вот у него можешь питаться светом его мудрости. Я этих слов не говорил. Ты же любишь цепляться за слова. То ты своеобразным сарказмом считаешь это. Поэтому можешь к Джамбоксу обращаться и пользоваться светом его мудрости. И я не мудрый человек, я самый простой человек и абсолютно никогда себя не считал и не считаю себя выше кого-либо. Видит Всевышний Аллах. Ширвани сажим саму удах сахыч хазам цахил ербол беш. Ну и так далее. Маус PDF или JPEG скачивание. JPEG, ну посмотри, когда можно растянуть фотографию, и там детально бывает все видно. JPEG, наверное, в PDF, я не знаю, я, может, неправильно сказал, в этих, надо смотреть в этом. Центурион, не знаю, у тебя, наверное, есть какие-то более достоверные источники. Ладно. В основе своей мы знаем прекрасно, что в глубину, в более такие территории, как там, допустим, Шали, Старые Атаги, в эти области вглубь монголы не двигались. Предгорная часть, это натеричная часть, затеричная часть, то есть за плоскостные территории находят до сих пор очень много, даже когда ищут там, я не знаю, копают и песок, и курганы находят. В этих областях прямо видно, что есть какие-то захоронения, как говорится, и монгольские, и татаро-монгольские. Поэтому курганы находят. Это все есть, существует. Но дальше в предгорье очень редко что-либо, чтобы находили. Единственное, что я слышал, якобы, что вот возле горы Тибулустма, что есть в этой области, снова же, эти наконечности, конечно же, я думаю, что это непосредственно наконечности, и в горной части у нас заходил только Тамерлен, Тимур Хромой, это во время него непосредственно, это уже 14 век, конец, вторая половина 14 века, непосредственно его нападения, если какие-то даже найдут артефакты в горном районе, это как раз таки уже не монголо-татарское нашествие, монгольское нашествие, а татаро-монгольское нашествие. То есть второе. Монголы пришли раньше, 1221-22, а это уже фактически через 100 лет почти что появился. Я слышал, но не видел ни одной ИМР, не видел ни фотографий, ни валикум ассалам, война цбац, ночью, валикум салам, не видел, честно сказать, такие археологические находки Дона я не видел. Если не видеть фотографии, говорить, что нашли, якобы совпадали, в эти вещи я уже так много слышал, что я не верю уже никому. Честно сказать, очень редко я верю многим историкам, даже нашим историкам. Если нету никаких доказательств, я не верю. Хоть убейте, я не верю. Человек должен быть. От того, что ссылки ты просишь, начинаешь искать в ссылках, ссылки на себя, это что за история? Любой человек, который рассказывает, он должен хотя бы, прежде чем говорить о своих каких-то фактах исторических и своей там версии, он должен основываться на чьей-либо работе. Если ты прочитал, одно дело, не прочитал, это уже, как говорится, вымыслы и домыслы. Башлам, натеричная какому наибству принадлежала? Ну, натеричный район, это была Малая Чечня, там были разные наибы. Хамзат был
Гехинский, Нашхоевский, как вы хотите его назовите, он в основном наиб был Хамзат непосредственно. Мало известно, но он очень как бы и в литературе прославился. Он был с Гехов, был нашхоевцем, если я не ошибаюсь. Тана уарствая гулмя мауар ходук лихар асхо. Так далее и тому подобное. Про дольмены я видел. Твое мнение о дольменах, Башлам. Знаю, что по местам жительства адыгов они были и есть. Ну, честно сказать, это я на нашей территории не сталкивался. Это в основном западная, это майкопская. Хотя у нас есть и майкопская тоже культура находится, но дольмены это прокубанская или протокубанская культура. Немножко сложноватая тема, но считается одним из самых древнейших тоже. Я думаю, что непосредственно оно тоже могло быть точно так же пришло из Ближнего Востока, то есть Закавказья, потому что предки адыгов это хатты, а хатты мы знаем, государство хаттов существовало рядом прямо с Хурито-Уральским государством. Вполне возможно, что оттуда. Но найдено ли там, я смотрел буквально недавно канал National Geographic или BBC, они рассказывали, что схожести есть, но они очень маленькие. Не такие большие, хорошо сохранившиеся дольмены, как у адыгов на территории Карачаева-Черкесии, или как правильно. Баба-Юрт районе возле Янги-Юрта где-то есть курган со времени Золотой Орды, Цанун, Кючо, Цигах, Цамангорский хан, Ош, Дубах, Цигдавелен. Вполне возможно, нет. Но на этих территориях я верю, абсолютно верю. Они есть. И тут на плоскостных территориях очень много. В принципе, на некоторых картах эти курганы указаны. Какого рода они были, конечно же. По значимости, военачальники или кто они были, надо бы посмотреть. Точнее, надо бы раскопать, посмотреть. Но сейчас вроде бы запрещено это все. В 2003 году делали саманные кирпичи, мы даже находили камни. Да, есть такое. Слышал, что река Яркая Су переименована, другого называлась. Пошла в слово наиб. Тюркизм. Честно сказать, я даже не интересовался, Макар. Вроде бы говорили, но использование шамилем его у нас нету. Нет, наиб, вроде бы говорили, что это арабское слово. Точно не могу сказать. Ладно, я рисовать большом не в обиду, брат. Очень сложно по памяти рисовать. Хорошо. Для чего они были? Я почему-то считаю, что они все-таки были для... Я уверен почему-то, что они для захоронения каких-то были. Хотя могу ошибаться уже. Могу ошибаться. Башлам Юни, Мечау, Тихаю, он Мадавена. Кристал Кленинг, 95, да, Юни, я давно не видел, давно не слышал, как говорится, но он вроде бы занят какими-то своими бизнес-проектами, не больше, не меньше. Я не ищу себе здесь жену, мне женой, с детьми я как-нибудь сам разберусь, это личное дело каждого человека, поэтому я за это не переживаю. Если бы я искал жену, то уж поверьте, я бы нашел ее без всяких проблем. Поэтому на одной из отправленных мной тебе карт в описании на немецком было написано, что под территорией под названием Гелия подразумевается Чечня. У тебя есть какие-либо размышления по этому поводу? Маус, вот в хорошем качестве, именно в хорошем качестве, поэтому и нужны карты, чтобы можно было их предъявить всем.
Я ничего не удивляюсь, потому что именно территория Гелия есть несколько карт, где указана конкретно территория Нохчичу, включая туда и Ингушетию. С учетом того, что в то время не было Ингушетии, у нас было общее пространство. Башлам хан мокшел мую, рилмахиет сумха. Персона 054. Самокшел нормальная просто. Цацуакячка. Цац операция эти есть, что суман сагатяш. Со ситуацией ерса, так я нормально дал. Адыкин хриду. Шадык Аллах хирду. Так. Лично я не хочу говорить персона. Лично это сам даются, и потом так это бачи дакия кара. Это сам шьючи. Мне абсолютно, кстати, вот это я тоже уберу, да. Я не люблю вот эти вещи. Чем больше ты людям открываешься, тем больше они, конечно, пытаются нагадить тебе в душу, поэтому считается каждому, короче, свое. А я нормально, альхамдулилlah. Надо просто поспать часа 4-5 нормально, метолос. Он кидается сумом. Я за свое, как говорится, уже половину своего прожил, когда сагет даешь алдат. Вот. Мы за это, как говорится, не переживаем. Башлам. Почему вы решили спустя 2,5 опять ворошить эту тему? Конечно, действительно. Чего 2,5? 2,5, чего ворошить эту тему? Какую тему? Лучше исход, но недоверие есть. Про какую тему можете упомянуть конкретно? Давайте скажите, укажите конкретно, о чем речь, и я вам объясню. Да, машаллах, дэрес хоша. Война 83. Это я вам сказал, непосредственно вам. Скажите, о чем конкретно идет речь, и я вам отвечу. О какой теме? Насчет земель? Да нет, не мы начали. Не оставьте люди, которые не оставляли их в покое, оскорбляли, говорили, что они не чеченцы, что они не нохчи, что они на самом деле их заставили или их напугали. Вот и ответили люди. Сказали, кто они есть, что они относятся к нохчи народу. Всегда были, что их предки были. От Церноводского района до Ауха. Они высказали свое мнение. Ты думаешь, они меня спрашивали? Или я был там? И я блогер. Я болею за свой народ. Я выложил это видео и абсолютно не переживаю, потому что они сказали, что мы все одно единое целое. С чего вы взяли, что я поднял ее? Сом войне сагмави. О, я не враг, бросаться на меня не нужно. Я не бросаюсь на тебя. Я не знаю, войне их баха, но я не знаю твою национальную принадлежность, твою тейповую принадлежность, я не знаю. А так, вот как-то так. Я ничего, в принципе, никому ничего не навязываю. Но мне это видео очень сильно нравится. Почему? Потому что все они говорят, что мы один единый народ. В этом мой посыл. Про земли, про все остальное, это старейшины, это старцы. Я должен их только слушаться. Я не могу их учить, я не могу их заставить, я не могу ничего. Они со всей территории, начиная там от Ауха и заканчивая непосредственно Серноводским районом. Они сказали, что представляют 7 самых главных тейпов, что они оттуда. Вот ты слышал это? И все. Так, с чего ты взял войнах? Вот ты зашел в месяц Рамадан, ты начал мне писать, что как будто бы это чуть ли не я сделал. Сколько человек выложили это? Буквально вот Хатан эфире, а вот ты мне задаешь этот вопрос. Буквально вчера, еще когда это видео не было выложено, здесь заходили, и мне люди утверждали,
как раз-таки с Малгобека Ламаров, кажется, утверждал, говорил, что чеченцы, якобы, чеченские орства собирались в Котор-Юрте и сказали, что они на самом деле отдельный народ. Ну, почти это он сказал вчера в эфире. В то время этого видео еще нету. И как будто бы по состоянию, или не знаю из-за чего, но по воле Всевышнего это видео появилось. Оно сделано было. Не знаю раньше, когда оно сделано, я не знаю. Но оно появилось в сети. И я выложил, почему нет. Если мы говорим, что мы общие, правильно, так и должно быть. Башлам слышал, что устазы говорили, что между чеченцами и ингушами будет война. Я еще раз говорю, религиозную тему, это не моя тема. Я историк, я не муфтият и так далее. Германия тоже, короче, понятно. Война, Оша, они ничего плохого в принципе не говорят. Честно сказать, ничего плохого не говорят. Я беш, сабубахца, но мы так себя называем. И это ничего плохого в этом нету. Да, все решается. Гастамиров, Герихан. Все решается. Все идет тихо-тихо, но идет. Нет, я не про это говорю, но точно число санцаха благодаря самархаба тайним харсу. Самое главное в этом выступлении, то, что вы Цахова. Не Галия, Гелия там написано, Гелия. Я видел Гелия, Галия я не видел. Галия это во Франции вроде бы. Гомадишу. Ой, я не понял, что ты мне говоришь сейчас в данный момент. Гомадишу. Социанца Гомуац. Ассаламу алейкум, прическа. Возле туда 8 ДРСХ. ДРСХ. Что? Гелия это у нас Галия, область во Франции, кажется. И ее западная часть Франции, если я не ошибаюсь, Галия. Хотя я могу ошибаться. Сейчас уже не помню. Вроде бы западная, северо-западная часть Франции умягчился Галия. Ну, отдельно Амдала Худив дуется. Дала. Ой, да шапа, да, сам на день. Да, это было ему сунейшему, да. Амин, амин. Дербо, между чеченцами война не должна быть. Да не будет никакой войны, да, доволишь. Война цахул интернет, что, пустой аватар, как хватит, на хан багич, война цахул. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ваш полковник Му, брат. А понять карту, где пол Дагестана и Дербента тоже в составе Чечни. Да, я видел эту карту. 54 года эта карта. Но они ссылаются на опечатку.
Башлам, почему пропала история Нохчи с 8 по 16 век? Да, она пропала не с 8 по 16, она пропала в огромная часть. Мы не можем даже до сих пор определить, где была столица Симсима. Самсира, Симсима, разные называют. Западная современная Франция. Ну, знаю, что где-то там она была. Честно сказать, территория карты, на которой указывается половина чуть ли не до Дребента наша, это очень такая карта, которая немногим нравится. Но она есть. Ее создали, причем самое интересное, знаете что? Это карта 53-го или 54-го года Ермачуса. Эта карта создана, когда чеченцы были в депортации. То есть мы еще не были возвращены с депортации. Книга о том, что Байсангур Биноевский был в Гунибе, тоже написано в 53-м или 54-м годах, кажется, если я не ошибаюсь. То есть мы в то время тоже были в депортации. Симсир. Это одно и то же, Алро. Брат, после всей этой дневной суеты заходишь в твой вечерной эфир, сразу становится спокойно на душе. Полковник Аллах Дайресхил. Я тоже рассчитывал, конечно, на то, что можно поговорить, пообщаться по душам. Но иногда происходит такой сумбур, который редко можно назвать какими-то историческими баталиями. Конечно, можно говорить и на другие темы, более интересные, более важные для нашего общества. Но контингент людей должен быть готовым к этому общению. Когда ты видишь, что люди не готовы к такому общению, это бывает очень сложно. Ты пытаешься что-то почему-то самооскорбляться, но это не меняет сути дела. Если мы не будем заниматься саморазвитием, жить нам еще долго в каменном веке. Мне кажется, они просто сообщили, написали Чечню на это. Мне кажется, они просто сообщили и написали Чечню на этой территории. Я не уверен, что в 50-х годах прямо были необразованные люди. Нет, конечно, советская школа, она все-таки была очень даже хорошей. Ну, хоть многие сегодня считают башламовое образование. Чалуш, Юмабах. Слышал сегодня одного журналиста, говорил, что у нас образование, молодежь процветает. Да, нет, у нас очень образованная, талантливая молодежь работает, но вы понимаете, люди, конечно, немножко иначе настроены, которые являются образованной молодежью. Необразованная, она необразованная был худом. У нас, к сожалению, образованной молодежи очень много. Она есть, и они работают над этим. Но эти люди, как ни странно, не заинтересованы в каких-то исторических процессах нашего народа. Они постольку немножко знают, но больше не хотят об этом говорить или углубляться, изучать свою историю. И я вот вообще реально поражен. Хотя другие люди, допустим, Япония, Германия, они, основываясь на своей истории или исторической своей доктрине, пытаются измениться в лучшую сторону. Наши, если они специалисты в какой-то области, для них история это обычно гуманитарная наука. Но, несмотря на то, что у нас в 90-х годах была очень большая прослойка интеллигенции, несмотря на то, что у нас были очень многие профессора, ученые, в начале 90-х годов у нас произошла война. И произошло это в первую очередь. Я не говорю о каких-то глобальных проблемах, которые там были, пришел там переворот, ГКЧП. Я вот эти, не об этом говорю. Я говорю именно, почему это произошло и почему это допустили. Дело в том, что научный истеблишмент, так сказать, элита, научная элита,
они всегда думают, что вот они реально воротилы этого мира. Но это оказывается не так, потому что когда вопрос возникает до решения проблемы, конфликтов, это каких-то, я не знаю, митингов, переворотов, в бой вступают люди, которые сильны и духом, и военной подготовкой, то есть профессионалы военного дела, тот, кто умеет воевать или занимается партизанской деятельностью. Ну, разные специалисты в этой области. Интеллигенция в этой области, они не воины, они уходят куда-то туда. И они начинают выезжать за пределы, там, давать большие интервью. Да если бы вот они послушались, да если бы это. Проблема сегодняшнего нашего общества и молодежи именно заключается в том, что образованная молодежь и молодежь, которая немножко, так сказать, не сильно любит процесс образования, саморазвития, они расходятся, и раскол между ними очень такой ощутимый. А когда есть раскол между научным миром, то есть образованными людьми, и людьми, которые непосредственно занимаются другой работой, скажем, там, спортом, военными и так далее, происходит недопонимание. Об этом нужно понимать. Это очень сложный процесс. И, конечно же, их вот эти две прослойки населения нужно непосредственно синтезировать, если мы хотим добиться. То есть, чтобы люди силой и воли прислушивались к образованным людям. И чтобы образованные люди прислушивались людям силы и воли. Чтобы у них был некий симбиоз, то есть они взаимодействовали между собой. Если этого не будет, конечно же, в конце концов, мы получим два лагеря не понимающих друг друга людей, которые будут каждый тянуть на себя и заниматься. То есть эти будут заниматься одним, другие будут заниматься противоположным. И так государство не построить. И так не построить развитую, там, я не знаю, инфраструктуру, экономику и так далее и тому подобное. Это то же самое, знаете как? Это вот официальная культура Маслабас, это библиотеки, музеи, какие-то фестивали, там все, которые в рамках. И вот эти, которые покупают синтезатор, пальцами нажимают «Антер, ванчер, шибугу», «Я без бутылки не могу больше». В массу уходит то, что называется сегодня, я даже не знаю, как это назвать, это третий ширпотреб, короче, если так сказать. И многие именно ведутся на ширпотреб, а не на профессиональный голос там каких-то композиторов и так далее, тому подобное. Поэтому Соболел, воинственный ты наш. Бисмилля. Домой. Давай, воинственный. Офидерзайн. Авен. Я запрос отправил. Выйди в эфир. Не вышел в эфир. До свидания. Воинственный народ. Воинственный народ нам рассказывать не надо, какой воинственный народ. Мы знаем, кто такие воины и кто какой народ. Адды Тагдовой. Старым волкам заячий спектакль не нужен. Сенсей, там нету уже. Сенсей, не пиши зря. Его нету, я его удалил уже с эфира.
Я не видел просто-напросто. Я думал, что слушают, о чем я говорю, но понял, что не слушают, и попрощался с ним. Так что, штук доттали вечери. Как-то так. Надо веселиться по утрам и вечерам. Надо, наверное, дать вам да, я всегда спокойный. Валикум салам рахматуллахи ва баракату. Странно, вы появляетесь прямо, знаете, одного убираешь, чуть ли не как клон выходит сразу второй. Появление у вас очень хорошее. Ладно. Так что, как-то так, господа. А я-то по этой теме уже высказался. Мнение свое высказал, как есть. Дальше, что будет дальше? Наверное, посмотрим. В 810 году были. В подписании в 1810 году, кажется, одна фамилия была. Если я не ошибаюсь. Я врать не буду. Был, кажется, одна из 10 фамилий была вроде бы. Ну, по крайней мере, так написано, что были. Что? 99% уарства воевали за имамат. Они были всегда со своими братьями Нохчи. Уарства были. Конечно. Что как были. Ладно. Как говорится... Так. Что за вопрос? Боксис 1. Давай сейчас я посмотрю, что ты за вопрос задал мне. Хилиш Юй Дуатига Ваша Мулках Бикин. Это нет, это легенда Боксис. Это просто легенда Ваша. Это легенда, это миф, ни больше, ни меньше. Конечно же нет. Такие вещи, не знаю. Если только по воле Всевышнего Аллаха могут такие вещи произойти. Так говорят, так рассказывают. Я слышал, я видел издалека вот этот момент. Оно есть и в ножке. Поэтому, но само это предание. Гейти Мейнов 3 шестерки, коронный кофе, хитамуша. Кофе от своего ваша бехнабел. Один написал, что они воинственный народ, что только они сражались так, как у меня глаза на лоб. И наш брат его там быстро заснул, как на... Кто, интересно, воевал? Кто рассказывал? И вот этот чувак, сейчас я вам покажу. Сейчас. Нечаянно, да. Вы не про этого?
что с такими людьми вести разговор, с такими людьми что-либо им вот так вот и живем. Войны невидимого фронта ведут себя, конечно, так. Да. Есть Галгаевские башни, да? Серьезно? Ты уверен в этом? Что они Галгаевские башни? Ты видел разницу между Чеченской башней и Галгаевской башней? Не видел. Знаешь, что сделай? Мама, у вас есть очень хороший, он преподавал мне в университете. Есть хороший археолог. Чахкиев Джабраил Юрьевич его зовут. Он живой до сих пор. Он, кажется, сейчас в университете в Назране, кажется, должен быть. Ну, его книга тоже есть. Возьми, прочитай. Потом уже ты не будешь рассказывать сказки про ингушские башни, нарисованные на чеченских книгах. Вот. Поэтому поезжай, спроси, есть ли чеченские башни, есть ли ингушские башни, какие разницы между ними. Тебе Чахкиев Джабраил Юрьевич расскажет. Это раз. Во-вторых, если ты говоришь фотографии, которые выставляются на книгах по ошибке, которые думают, что наши, там ваши, я тоже против этого. Вообще ни одну башню нельзя допускать. Я нечаянно один раз закинул, я помню, какая вонь поднялась. Я против абсолютно. Никаких башен вот эти с белыми гипсами среди чеченских башен быть не должно. Чеченские башни, это Нохчи башни, ваши башни, вот эти отдельно ваши башни. Поэтому надо вот каждый заниматься своим. Почему или откуда появились эти споры между войнахами? Я не знаю, какие споры между войнахами. Если ты говоришь между чеченцами и ингушами, так появились они из-за земель, которые были украдены и были возвращены. Ни больше, ни меньше. Больше никаких споров нету. Я так думаю. Лилита. Никаких проблем не было, ничего не было. Были Нохчи, были Алла. Жили по соседству. Как говорили, шутили иногда друг про друга, больше ничего не делали. Но когда украденные земли были возвращены и установлены границы, вот тогда и началось. Но снова это было только между чеченцами и ингушами. Нет, Нохчи Баньша, Нохчи Чуаю, ингушские башни, Ингушетию. Они внешне отличаются друг от друга. Не сильно, но отличаются. Структура камня, некоторые, вот, и так далее, и тому подобное. Что. Они враждуют очень сильно.
Этот Мехкел ненавидит. Мехкел, Абадиев, Султыгов. Они не любят Аушева. Они же заявили, сказали, что ни Аушев, ни Зязиков, ни Евкуров, они никто, чтобы решать вопросы по границе. Хотя сами себя выставляют как кто, а их не выставляют. XIX век, 18-19 век. Башлам, от счастья или несчастья в Ингушетии нет власти. Я тоже против войнах, как ты, категорически, но вам повезло. Повезло, Рамзан все замечает, и в Ингушетии кто хочет называет вас, кто хочет таджик. Оша, мы один народ. Таджики, не знаю, любой народ, конечно, какой он есть, у нас один единый народ, так и должно быть. У нас одна история, у нас не было вот этих. Это же ведь зависит не от нас, от вас, от нас, Мадации. Вы сами создали эту систему. Вы сами создали. Не мы это создали. Эту систему создали вы. Клановую систему создали вы. Фамильную систему создали вы. Если кто-то не из вашей фамилии, то он вам обязательно ни сват, ни брат. Но это избытки прошлого, к сожалению. Одно хорошо. Да, когда что-то случается, вы там всем тейпом скидываетесь, помогаете. Эта тема есть, кстати, она и в Чечне тоже есть. Но в Чечне это народ, понимаешь? И то, что у вас, ты говоришь, есть, ну ты сам подумай, вот, убаха. Но если сегодня оставить только чисто одни халга, ты же понимаешь, что это не будет даже 100 тысяч, 200 тысяч человек не будет. Нет, потому что там тоже часть джайраховцы, часть назрановцы, часть там ингушевцы там были, часть галгаевцы были, часть арстхоевцы были, там феппинцы, кистинцы были. Если вот так эти группы тоже все поделить, народ, он не будет народом. А что следует тому, что они делятся между собой? Это как раз-таки и есть проблема, которую в России они смеются и говорят, вы не решили, не ушли от этого первобытно-общинного строя. То есть разницы нету, Аушев какому-то типу принадлежит. Если он ваш президент, он ваш президент. Если нет, то не надо вообще его выбирать. С одной стороны, вы гордитесь тем и говорите, мы гордимся, что мы 250 лет никогда там не стреляли в сторону, там, не стреляли в сторону России, Бахаш. А с другой стороны, вы недовольны, когда вам ставят президентом кто-то из России. У нас это было определенное время, но это пережили. И мы это убираем. Да, уберем. Когда-то там 1-2 группировки пытались это сделать. Но сейчас этого нет. Внутреннего сепаратизма нет. И если вы не решаете ваш внутренний сепаратизм, не нужно обвинять в этом чеченцев, или осетин, или кабардинцев, или грузин. Это ваша внутренняя проблема. Вы сами должны ее решить. Вот, понимаешь, проблема вот что. Какой бы ни был бы исход от встречи Султыгова их, если что-то будет не так, или им не докажут, или что-то не покажут, вы скажете, а мы их не уполномачивали. Кто такие вообще? Я не говорил Эльдош. Но сегодня, когда они хотят встретиться после встречи, ни один человек не выходит толпой и не говорит, ты, Сираждин, кто тебя уполномочил? Или ты, Муса, кто тебя уполномочил? Ни один из вас не говорит. Но если завтра им что-то докажут, и они скажут, или что-то, это было так или так, вы скажете, вас не уполномачивал. Вот так не бывает. Если от народа уполномочили, то, конечно же, есть такое. Паша, но вы тоже гордитесь. Мы не гордимся.
Мы исторический факт говорим. И если ты говоришь про договор между Шейх-Мурзой Окотским, да, это был договор. Не переживай за этот договор. Ты пытаешься не знающую историю мне рассказать. Но я знаю, что было в этой истории. И когда этот договор нарушили не мы от этого договора отошли. Этот договор был равноправным и очень хороший, в принципе. Понимаешь? И этот договор никогда не подразумевал воевать, там, не знаю, против ингушей, или воевать против ауховцев, или воевать против кистинцев. Не было в этом договоре ни одного пункта. И Шейх Мурза Окотский не воевал, хоть он являлся там военачальником ауха, он не воевал против ичкерийцев, он не воевал против там представителей Галанчожского района, Шатойского района. Нету таких войн. Он не шел с ними на экспедицию, он не уничтожал села, женщин не убивал, детей не убивал. Не было рядом с Шейх Мурзой Окотским Уцыга, Малцыга и всех остальных. Разница в этом. Разница в этом. Ты не понимаешь вообще, о чем речь идет. Ты не понимаешь, что до прихода царской России быть одним народом, а после прихода, когда нам невыгодно, кажется, Сереждин как-то выступает что-то, он вроде бы сказал, когда нам невыгодно, мы не идем, он, кажется, по Дудаеву это сказал. Как раз разделение, когда было деление между Ингушетией и Чечней, нам это было невыгодно. Вот такие были разговоры. А что выгодно, невыгодно, что при решении каких-то братских отношений или каких-то отношений нужно искать выгодно, невыгодно, что ли? Между братьями нужно искать выгоду? Нет, конечно же, Ламро. Ты можешь крутить, ты можешь вертеть, но история совсем разная. Абсолютно разная. Приведи хоть один пример, где Шейх Мурза Окотский воевал против своего народа. Своего народа имеется в виду, даже братского народа. Чтобы Шейх Мурза Окотский шел, я не знаю, на земли, в то время он никуда не мог идти. И самое интересное, знаешь что? Ламрок Чауя, ты же здесь, да? Я тебя огорчу. Когда Шейх Мурза Окотский заключал договор, вы были в составе нашего народа. И не было никакого отдельного народа. Ингушского не было, Галгаевского не было, Глигвинского не было. Это 16 век. Мы еще все вместе были. И когда он заключал договор, он заключал его и от нас, и от вас, и от всех. Так что ты тут немножко ошибся. Это разные вещи, разные периоды. И там в данной ситуации были разные империи. То есть была османская, была персидская и была российская. Он понял, что османская – это западная часть Кавказа, через них нужно решать. Понял, что восточная – это через лезгинов, аварцев, через них нужно с персами решать. Кто остался? Остался только северный сосед, с которым можно было вести какие-то отношения, и с которым можно было говорить так напрямую, не через их вассалов. Но снова же, в это время, в 1558 году, вы были в составе нашего общего народа. Если не знаешь историю, не пытайся что-то залезть и где-то что-то изменить. Окей? Ты пытаешься, я понимаю, но мы-то в то время были одним целым. А то, что ты сейчас говоришь, это называется фиаско. Понимаешь? Договор, который был заключен между Московской Русью и Шейх Мурзой Окотским. Если бы даже Шейх Мурза Окотский владел всеми бы чеченскими землями, автоматически, если бы, но он даже не всеми владел землями. Он был военачальником одного
одной части, которая между речью Терека и Сулака находилась. Вот. Да, он заключал. После него его сын хотел заключить с Московской Русью договор. Но договор был нарушен. Начали подселять на наши земли терских казаков. Начали на нас направлять дальше уже калмыков. Нарушение было договор. Почему? Потому что уже Крымское ханство пало, московское, там, как говорится, Россия начала укрепляться на Кавказе. И им такие договора, которые, в принципе, были на равных, им не нужны были. Они хотели быть доминирующими. Однозначно мы только здесь хозяева. И все. Вот так вот. Так что, братан, мы гордимся, не гордимся. Я же не говорю, гордишься ты или нет. Я не говорю, разве кто-нибудь говорит? Я говорю об историческом процессе. Где ты слышал хоть от одного чеченца, который говорит, мы гордимся договором Шахмурзы Окотского. Многие даже не знают, что он был. Не знают даже об этом. И ты даже, по сути, не знаешь об этом. Но пытаешься меня упрекнуть в этом. Ну, или нас упрекнуть. Ну, ты так думаешь, по крайней мере. Ну, к сожалению, братан, как говорится, это фиаско. Вот. Как и фиаско было с тем, что якобы аварские ханы сделали селение Чечен-Тала, не знающие историю балаболы думали об этом. На самом деле, как это все было, я описал, есть официальные документы, можете посмотреть. Я сегодня слышу, что чеченцы гордятся, что вы в России, разве нет? Конечно, гордимся. Мы гордимся, что мы в России. Хани бугу, ляхши бугу. Гордимся. А почему не гордиться? Что здесь плохого-то? Чего тут плохого? Но тебе, мой брат, ты же мой брат, ты же знаешь, но тебе не нужно это говорить. Вообще не поднимай, даже эту тему не поднимай. Вы же гордитесь Мабах. Оставь. Чувак, оставь, братан. Поэтому это совсем другая история. При обсуждении истории. А кого я упрекал? Чувак, я отвечаю на твои лавры, я отвечаю на твои вопросы. Я тебя не упрекал. Я разве упрекал тебя? Если я захочу упрекать, Ваша, ты не представляешь, какие у меня будут аргументы. И они будут совсем другие. Вообще другие. Но я тебя не упрекаю. Не в чем упрекать. А Сундербах, ты говоришь, я не упрекаю. Здесь задали вопрос, были ли при подписании в 2010 году этот документ на вашем официальном портале, в парламенте, в правительстве, в ваших архивных документах, книгах, которые продаются в свободном доступе. Об этом эти 10 фамилий написаны. Эти другие 6 или 7 фамилий, которые написаны в 1770 году, они есть. Они есть. Я же ведь их не от себя задаю вопрос, рассказываю. Я вот то, что сказали, ответил, и все. Поэтому вот так-то. Есть ситуацию. Вежри. Бяхмобил. Наверное, на этом я закончу свой эфир. Вы, к сожалению, простите меня. Я, как говорится, неважно, почему я это сделаю, но на этом
пока, наверное, я приостановлю эту деятельность. Данные посты я делать буду. Эфиры, наверное, пока нет. Сейчас пока, как говорится, вариантов пока у меня не будет. Попытаюсь наладить, если получится, может, буду делать эфиры. А пока эфиры, как говорится, прекращаются. Посты я буду делать, а в остальном пока причину оставим. Вот, Масана Дерес Хил, всем Тана. Вот, Сауш Варна, Сунце, Идрисер, Сунце Хуер. Сунца, Аллах Таала, Саил, Хаданата, Бешмарх и Барта. Остальным всем спасибо. Баркал Дерес Хил, Масера Адекюэль, Бюсте Калюэль, Шу Дал Эттубуэль. Если будут вопросы, пишите в директ. А так, как говорится, дела дальше я не смогу уже, к сожалению, тянуть. Масера Адекюэль. Этот эфир я, наверное, сохраню. Остальное пока Чеченец, наверное, да, Маша. Я уже дальше пока не потяну, братан. Никак не получается все уже. Давайте, давай. Taşıyor alı, vay irsa deyine dü. Larıyla hovez şu dalla, kursul basa nokçiçü. Vakdahna bersen nağila, valla vay mahiyajası. Hasiye dali pita sirla, solayla ha nokçiçü. La ilahe illallah, larıyevez şu dalla ho. La ilahe illallah, bussul basah nokçiçü.